Отсутствие зрения для таких, как Хамзат Алмасханов, не преграда в ведении преподавательской деятельности. Наоборот, региональная организация Всероссийского общества слепых старается создать для незрячих максимально комфортные условия, чтобы они могли жить полноценной жизнью. Сегодня свои познания в религии и изучение арабского языка преподаватель передает и другим. 4 раза в неделю педагог проводит занятия со своими учениками. Среди них как дети, так и взрослые. Учебные брошюры печатают здесь же. Обществу подарили специальный принтер, позволяющий печатать книжные издания на любых заданных языках по системе Брайля. Обучение, значит, в системе Брайля для тех, кто не владеет Брайлем ни русским, ни арабским. И если человек владеет, значит, арабским Брайлем, значит, мы его, то есть русским Брайлем, то мы его обучаем арабскому Брайлю. Такие занятия общество проводит не только на базе организации. Каждую неделю преподаватели выезжают в разные районы республики. В местных мечетях отведены специальные классы, где незрячие могут посещать занятия и обучаться арабскому языку и священному Корану. Впрочем, помимо учебной деятельности, общество проводит и спортивные занятия для незрячих. По правилам настольного тенниса для незрячих глаза участников должны быть закрыты плотной тканью. Далее по звуку определяют, с какой стороны забивается шар. Главное условие игры – не дать забить мяч в ворота. Для Малики Абубакаровой и Банаты Шаиповой это не просто курсы обучения, но и подготовка к участию в соревнованиях незрячих из других регионов. Стараемся. Это, во-первых, зарядка, разминка. Для здоровья хорошо и для себя лишнее время, чтобы это в пользу нам. Занимает нам интересно. Инвалидов по зрению сегодня на учете регионального общества слепых состоит более 36 тысяч. На самом деле реальная цифра намного выше, отмечает председатель организации. И многие из них нуждаются в постоянной психологической и реабилитационной поддержке. Такую помощь оказывает и будет оказывать общество слепых. На ее базе созданы условия, чтобы инвалиды по зрению могли пройти курсы всех видов реабилитации. А гостиничный комплекс, способный принять за раз 40 человек, позволит принимать иногородних. Помимо курса реабилитации, незрячие смогут освоить здесь и различные профессии. На базе общества планируется открыть учебно-производственные цеха по электросборке, швейному делу и производству перчаток. Только эти 3 цеха позволят трудоустроить свыше 60 инвалидов. В рамках поддержки и создания условий для людей с ограниченными физическими возможностями в республике активно реализуется и программа «Доступная среда». В разных точках города, в наиболее оживленных его участках для незрячих установлены звуковые светофоры. А внутри учреждений, которые чаще всего посещают инвалиды по зрению, специальные, как их называют, терминалы и указатели. Они дают возможность вот внутри здания, какое бы оно огромное ни было, какое бы оно удобное, неудобное, специально не для слепых же все здания строятся. Поэтому этот терминал позволяет находиться в этом здании, знать, где какое помещение расположено. Примечательно и то, что сегодня сотни незрячих детей и взрослых республики могут получать знания в специализированных школах, работать и пользоваться льготами. Хотя определенные трудности все еще остаются. По-своему прислушаться к проблемам и нуждам незрячих сегодня стараются и в республиканской специальной библиотеке. Рассчитанная на незрячих, обслуживает она инвалидов всех категорий. Сегодня в ее фондах содержится более 36 тысяч экземпляров литературы по Брайлю. Среди них флеш-карты, CD-роллы, литература на дисках, кассеты и плоскопечатная продукция. У нас есть и колясочники, есть и не только незрячие, а разные категории инвалидов у нас обслуживаются, особенно на надомном обслуживании. За книгами инвалидам не обязательно приходить в саму библиотеку. Многие издания читатели могут заказать и на дом. Несколько раз в неделю сотрудники библиотеки выезжают по районам республики, что удобно не только для его сотрудников, но и для самих инвалидов, которые больше всего нуждаются в заботе и внимании. Элина Халидова, Руслан Яхяев и Ислам Цамаев. Новости 7.